разумеется, был вынужден очень глубоко вникнуть в этот вопрос, потому что вопрос на самом деле очень серьезный. И с вашего позволения я сделал для себя такую определенную выписку. Я хочу ознакомить, я думаю, что, Саид, вы точно знаете, но и в том числе и нашу общественность, потому что звучит это очень громко, ущемление абхазского суверенитета. И разъяснение в этом плане, на мой взгляд, быть должно и должно быть конкретным, с цитатами на конкретные статьи. Хочу вам процитировать статью 6 соглашения от 22 года, условно назовем его новым соглашением. Эксплуатация объекта не может, Саид, осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии. То есть само по себе соглашение конкретно, прямо, русским языком, черным по белому, внутри своего текста закладывает невозможность ущемления суверенитета Абхазии. Но я вас понимаю. Я понимаю, что суверенитет – понятие очень сложное и имеет определенные элементы, которые необходимо в тексте поискать в том числе. Разумеется, я на этом не остановился. Хочу вам зачитать другой абзац. Российская сторона самостоятельно осуществляет меры по обеспечению безопасности объекта и, подчеркиваю, уведомляет о принятых мерах компетентные органы Республики Абхазия. Хочу подчеркнуть, сконцентрировать ваше внимание на слове «уведомляет». То есть в наших взаимоотношениях в рамках этого соглашения имеются абзацы, тезисы, связанные с уведомительным характером. Пойдем дальше. Российская сторона по, подчеркиваю, согласованию с компетентными органами Республики Абхазия осуществляет меры по обеспечению надлежащего функционирования объекта. То есть в этом абзаце мы можем проследить и согласительные механизмы нашего взаимодействия. Конкретно эта статья, это была статья 6, она указывает два очень важных элемента. Это непосредственное указание на невозможность ущемления суверенитета нашей страны, это первое. Наличие уведомительных механизмов абхазской стороны и наличие согласительных механизмов. То есть это условия, согласительные механизмы от уведомительных отличаются тем, что при согласительных необходимо согласие. Без нашего согласия этого не будет. Я хочу обратить ваше внимание, Саид, в том числе и на статью 12 соглашения. Я все о том же соглашении 22 года. Подразделения, а также военнослужащие, лица из числа гражданского персонала, члены их семей, соблюдают Конституцию Республики Абхазия и ее законодательство, не вмешиваются во внутренние дела, уважают национальные традиции и обычаи народа Абхазии. 18 статья. При исполнении служебных обязанностей, вот я хочу ее подчеркнуть, эту статью, служебных обязанностей военнослужащие имеют право на ношение формы, оружия, применение этого оружия, применение физической силы, но, подчеркиваю, в части, не противоречащей порядку, определенному законодательством Республики Абхазия. То есть вот эта вот совместная наша деятельность, отдельно деятельность органа исполнительной власти Российской Федерации на территории, она реализуется исходя из тех рамок, нормативно-правовых рамок, которые существуют в нашей стране. Почему я в тематике суверенитета эту статью тоже привожу в пример, чтобы обратить ваше внимание, что в той сфере, где юрисдикция Российской Федерации реализуется, исходя из предусмотренных нормами права Российской Федерации, но они не выходят за пределы нормативных актов Республики Абхазия. И последнее. Это 14 статья. Вы, Саид, тоже затронули вопрос юрисдикции. Я уже плавно к этому вопросу тоже подошел. Обращаю ваше внимание. Компетентные органы Российской Федерации и Республики Абхазия совместные могут обращаться друг к другу с просьбой о передаче или принятии юрисдикции в отношении отдельных вопросов, предусмотренных статьей. То есть есть перечень вопросов, по которым в случае появления определенных, трудностей, мы можем просить или российскую сторону или спорных моментов, там есть определенный конкретный перечень, мы можем обратиться за передачей юрисдикции. Это тоже, эту статью я привел в пример по вопросу суверенитета, для того, чтобы помимо самой 6 статьи, которая, еще раз повторяю, напрямую указывает необходимость соблюдения суверенитета нашей страны,
Это же 12 статья, которая устанавливает необходимость безукоснительного соблюдения Конституции и законов. Но я привел вам согласительные механизмы, уведомительные механизмы. Вот с точки зрения общей теории права, суверенитет реализуется именно благодаря наличию в договорно-правовой базе вот таких механизмов. И такие механизмы, на мой взгляд, в этом соглашении нашли свое отражение. Я заканчиваю, поэтому, с вашего позволения, в части, касающейся ущемления суверенитета, я с вами не согласен.